Музучилище проводит музыкально-образовательную программу для детей и юношества с 2009 года. Проект предусматривает несколько составляющих – просветительскую и практическую, парад концертов и сольные выступления. Он дал возможность многим начинающим музыкантам добиться высоких результатов. На этот раз фестиваль продлится с 6 по 8 июня. В программе 2 концерта. Сейчас будет сольный концерт Эмилии, нашей Эмилии Терзиан-Хагва, которая является выпускницей. Это своеобразный государственный экзамен перед большой аудиторией на сцене филармонии. Это уже 3-й проект, можно сказать. Первым был сольный концерт у Бараса Куджба, 2-й был в прошлом году у Адама Габелия. И вот сейчас Эмилия сегодня вечером будет выступать на этой сцене. И я думаю, что уровень исполнительский у наших выпускников настолько высок, что мы со смелостью можем им предоставлять большую сцену. Потому что большая сцена – это прежде всего ответственность, это сложная программа, это умение показать себя на сцене, выдержать это время. Второй день фестиваля пройдет 8 июня. Учащиеся и выпускники Сухумского музучилища совместно с Государственным камерным оркестром исполнят шедевры классической музыки. 8-го наши 8 музыкантов – это учащиеся, выпускники нашего училища. Это представлены будут совершенно разные инструменты, и фортепиано, и скрипка, и есть у нас уже появились духовые инструменты, кларнет и саксофон. Мы расширяем, так сказать, свои инструментальные горизонты, и в принципе, педагоги, и я в том числе, очень довольна тем, что наши дети справляются с этими сложнейшими задачами. В программе концертов сложнейшие произведения мировой скрипичной литературы. Композиции Мендельсона, Шумана, Чайковского, Шопена. Сложность этих концертов и уникальность в том, что концерт Арама Ильича Хачатуряна для скрипки с оркестром был посвящен великому скрипачу Давиду Ойстраху. Скрипичный концерт сегодня Эмилия исполнит 2-ю, 3-ю часть. По поводу оркестра тоже хотел сказать, что в этот раз с большим трудом нам удалось пригласить музыкантов, чтобы докомплектовать наш камерный оркестр. Пришлось собирать музыкантов из разных уголков России. От Москвы, Ростов, Новороссийск, Краснодар. Придется за 2 репетиции собрать воедино и сделать один единый организм, который будет аккомпанировать нашим детям. Я думаю, у нас все получится. Детки наши очень способные, талантливые. Фестиваль «Парад концертов» проходит при финансовой поддержке Министерства культуры. Даже когда мы столкнулись с такими трудностями, что мы оказались без оркестра, и сочинцы распались, и майкопцы, в общем-то, могу сказать, нас подвели, к сожалению. Министерство культуры нашло средства для того, чтобы приглашать этих музыкантов. Те музыканты, которые приехали и которые приезжают, в принципе, они всегда говорят, у ваших детей есть замечательная возможность. Такой шанс даже в Москве не предоставляется, потому что играть с оркестром – это очень дорого, это дорогостоящий проект. То есть, если ты завоевал какое-то звание лауреатства, возможно, тебе предоставится как призеру возможность играть с оркестром, но не более того. И поэтому большое спасибо, и есть надежда, что желание и надежда, что у нас будет свой оркестр. Дай Бог, это случится скоро, и мы не будем сталкиваться именно вот с этими трудностями, и будем заниматься только своим творчеством. Фестиваль классической музыки «Парад концертов» уже стал традиционным. Зрителей ждет насыщенная программа, которая никого не оставит равнодушным. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.